Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Из глубины веков», в которой мы знакомим вас с жизнью, бытом, традициями и обычаями ингушского народа. И сегодня у нас в гостях сотрудник отдела этнологии научно-исследовательского института имени Чага Ахриева Танзила Заурова. Танзила, я рада вас приветствовать. Это как раз тот случай, когда молодые специалисты заинтересованы и работают в этой сфере. Преемственность, она очень важна для нас, на этом зациклена наша работа. И если говорить о вашем выборе, с чем это было связано? Дело в том, что я не сразу решила заняться историей. С детства я мечтала стать юристом. Так получилось, что я случайно попала на исторический факультет нашего государственного университета, где история меня заинтересовал покойный ныне доктор исторических наук Акиев Хасулт Алхастович. Человек очень незаурядного мышления. Он нам преподавал историю Ингушетии и преподнес ее в таком свете, что мне захотелось написать, так скажем, не научный труд, но художественную книгу. Но это человек, благодаря которому можно было полюбить и искусство, и любовь к родине. Это человек, который вырабатывал это в студентах, можно сказать. Он был всесторонне развит. Это был человек, да, действительно, который занимался и художественным ремеслом, и, естественно, видел во всем прошлом нашем тоже художественную часть какой-то. И вот тогда он предложил еще мне работать именно по орнаменту. Но для меня орнамент тогда был, это были просто какие-то незамысловатые или даже сложные узоры, совершенно ничего не значащие. Так вы не видели в этом смысла на тот период? Да, мне не понравилась эта тема. И вот я стала заниматься сбором материала именно со слов стариков. Первым был моим опрашиваемым мой дед по матери, Ярыжев Исраил Гунцакович. Это был кладезь знаний. Это были потрясающие истории, которые он помнил очень хорошо. То есть это человек, который помнил не только свои несколько поколений, он мог назвать любого здравствующего старика и назвать его предков и 7, и 8 человек. Вот такая у него была память хорошая. И рассказал мне настолько много всего интересного и настолько трагические судьбы, что я для себя решила, что напишу большой роман-эпопею. Стала собирать вот эти вот действительно истории, которые имели место быть. Это уже студенческие годы, вот такие вот грандиозные уже планы у вас были, да, насчет этого? Вот это моя мечта, такая студенческая мечта. Это в годы депортации, в годы до депортации, то есть начало 20 века, конец 19 века. Удивительные судьбы. И я записывала их, и мне хотелось использовать каждую из них. Потом я все думала, как их переплетать между собой. Но, конечно, я жалею о том, что я не записывала элементарные вещи по быту. Тогда они меня не интересовали. Спустя некоторое время друзья предложили мне вот этот вот сбор материалов любительский. Почему бы я не попробовать себя именно в профессиональном плане? Здесь мне повезло встретиться с Зейнаб Цараховой, Магомед Тагировной, которая мне опять предложила тему по орнаменту. Тоже человек, который посвятил себя изучению истории, культуры ингушей. Да, и искусству, и культуре ингушей. И вот она предложила мне снова орнамент. Вот такая вот интересная судьба. И опять мне это показалось несерьезным, но она сумела убедить меня, она сумела преподнести этот орнамент и показать, что это действительно письмо, те же самые знаки, которые читались, которыми передавали информацию. Своеобразный язык. Это был язык. Да. И они содержат в себе гораздо больше, чем просто какие-то черточки, закорючки. И поэтому мне это действительно стало интересно. Настолько интересно, что это показалось мне, как будто бы я снова для себя открываю какие-то новые страны, окунулась в это с головой, можно сказать. И действительно, это очень интересная тема, которая, наверное, может быть, даже всю мою жизнь займет. Но вот вы сказали, что вы какое-то время упустили, не вдаваясь в эти детали бытовые. Но потом уже понимаете сегодня, что это было важно, да, для изучения вашей темы. Кстати, начав изучать орнамент, когда я задалась для себя задачей, идеей проникнуться в философию прошлого, понять, как думали эти люди, чтобы расшифровать, мне же надо знать, как они думали, для этого мне надо было изучить их быт. Изучить их верование, изучить их мышление, их философию. Вот тогда меня стали интересовать все мелочи и по быту, и по мышлению, и по их степени сознания вот чего-то, допустим,
того, что, допустим, они каким образом воспринимали и Вселенную, каким образом воспринимали смерть, жизнь, жизнь после смерти. И вот эти моменты важны именно для того, чтобы все-таки понять, что они пытались изобразить на своих вот этих коврах. Ну вот письменной литературы очень мало сегодня. Да. И, соответственно, ваша работа строится на том, что вы выезжаете и собираете этот материал из уст пожилых людей, которые стали свидетелями, которые просто перенимали от предков важную информацию. А сегодня разговорить старика легко вам, вот как собеседница, что вы можете сказать? Очень нелегко. Добиться нужной информации от старика, сказать, то есть не каждый старик сразу понимает, что от него хотят. Он, наверное, люди воспринимают, если я прихожу с камерой и начинаю их о чем-то спрашивать, тем более с первого раза, с первого знакомства, бывает так-то тяжело переступить, во-первых, через барьер этот, при котором мне как-то следует больше в сторонке молчать. Если бы в любом случае вы посторонний человек для них. Да. Наверное, за чашкой чая для домочадцев они и как-то интересные собеседники, да, которым вот есть именно. о чем рассказать. Там они могут разговориться. Да. А я, во-первых, не могу с ними за стол сесть. Мне приходится стоять в сторонке, и возраст не позволяет. И разговаривать так свободно с ним тоже не позволяет. Ни мой возраст, и наш этикет не позволяет. И приходится как-то обходить эти углы, чтобы его разговорить. Приходится там задавать ему вопросы, которые на самом деле могут быть не столь важны. Например, про его молодость, как он. И вот, вспоминая свою молодость, очень часто старики могут выдать такую интересную информацию, которой сами значения не придают, но, в принципе, это получается целый кладезь. И вот такое тоже бывает. Все равно старики, которые все-таки не раскрываются, даже после одного, двух, трех раз. Вот со стороны, когда слышишь от стариков других или же от его домочадцев, они о нем рассказывают как о бесценном источнике. И вот начинаешь досадовать, почему вы не записываете, почему могли бы записать. Хотя, в принципе, такая же история была и в нашей семье. Я была довольно молодой, когда умер мой дед по отцу. Но он очень много интересного рассказывал. И сегодня его рассказы я собираю со слов совершенно других посторонних людей. Не как подтверждение этому, тому, что рассказывал ваш дед. Да, да. И вот его, то, что он рассказывал, сохранилось в памяти других людей, но никак не в памяти моих родных, которые, в принципе, наверное, им это было неинтересно. А сегодня вы смогли сохранить видеоматериал вот, людей, которые вас заинтересовали когда-то, и вы зафиксировали их как-то? Да, мы их записываем. Мы записываем вот эти несколько часов. Поначалу их смущает камера, но потом они забывают, если там все-таки увлекаются беседой. Да. Есть мои любимые персонажи, так в кавычках скажем, люди, которых я люблю посещать, которых я люблю слушать. Это очень интересные рассказчики, это люди, которые спокойно себя чувствуют и могут рассказать при любом и какую-нибудь юморную историю. Вообще юмор прошлого, это отдельная тема, это очень интересная тема. Сейчас не умеют так и шутить, и понимать. И понимать этот юмор. Да. Это настолько тонкий, красивый, он настолько жизненный бывает, этот юмор, настолько, может быть, в нем светится вся история, вот вся эта история обозревается просто вот одним этим предложением юморным. Такое тоже свадебный обряд, который тоже сопровождался всякими, может быть, упреками шуточными. Это у нас было это наблюдалось. Но у нас умели делать это тонко и красиво. Вот эту вот черту сейчас утратили. И понимание утратили. Но вот есть несколько любимых мною стариков, и среди моей родни тоже, Эльджиркиев Абдулгапур Биланович. Вот этот человек, он настолько искрометный, он настолько вот живой, такое ощущение, что ты говоришь не с человеком, а с ручьем. Вот такой вот приятный человек, и вот приятно бывает его слушать. Вот, несмотря на то, что выпало на их долю, вот именно вот, что я хочу подчеркнуть, да. мы утратили способность вот таким образом смотреть на жизнь, как они. Если бы они, наверное, вот часто я от них слышу, если бы у нас были такие понятия и восприятия жизни, как сегодня, в 44-м мы все бы погибли, говорят они. Тогда была их взаимопомощь, при этом они относились к этому как-то иначе. Еще вот этот вот
момент, когда к смерти относились гораздо легче, когда люди могли зайти спокойно в склеп и дожидаться своей смерти, то есть настолько мужественно и настолько иначе они воспринимали Проверяли, смерть. они воспринимали как... Да, вот оно еще не утратилось к 1944 году, и поэтому, да, это были очень тяжелые испытания на их долю, это были испытания и голодом, и холодом. Они потеряли большинство из мною опрашиваемых стариков. Я очень часто отдельно уделяю несколько, больше часа я уделяю именно на тему депортации. Вот их рассказы и все, что они помнят. Вот если бы действительно выдалась даже сотая доля сегодня, мне кажется, с таким восприятием жизни нам было бы гораздо тяжелее. Эти люди все-таки сумели сохранить эту изюминку, сумели сохранить любовь к жизни, любовь к людям. Танзила, вы это записали, и вы можете выдать телезрителю сегодня материал, в котором мы можем убедиться в том, что старики сохраняли оптимизм, даже самые тяжелые годы. Вот именно вот такой мой любимый момент. Есть один, который я записала со слов Даскиева Идриса, который проживает в Ангуште. Семья, цубаган, началыр, цукал, дашбехка, бехкарыш, эхтюртерн ахбар, течай, махлой, хамхой, хулагови, фамилиёлыш. Махлой, хадисяхыр вақса гор, сабарван вақса горс. Течай, зехиряхыр вақса гор, ишту вақса гор. Хат ишу вақса гдесяхон, валлахи, биллахи. Qoşqa aqaçuz iş bir şey var barın olursun sarham dur barın olursun işte drugu boksiha urbaar nechon del qalliyer dohluş tahmin ya şigir ismu bargaytar sabu şintah ayo tahin tehbetten be butu juri dohluş del qallisho Yer hayvat takımda şey mal borba diyasam alsa peygamberisi bali çok beğendal. Ola bali çok beğendal. Ve ne sabah bela be tudak için istendir. Ya hoş ısayım bir açık bir şu vakit. Человек с феноменальной памятью, это очень живой, я даже не хочу его называть стариком, хотя старик у нас именно в нашем народе, хозваксык алры, это очень почтительно. Наверное, это имеется в виду даже значение не в том плане, что он пожилой, а да, в том плане, что человек с большой буквы. Что он уже, да, что человек, который имеет огромный жизненный опыт, да. Что человек, который огромный уже внутренний мир. Поэтому здесь годы у нас это огромный плюс. И всегда так воспринималось, просто в последнее время какие-то западные стереотипы немножко нас подпортили. Вот, например, разница между тем, как воспринимают ситуацию сейчас, даже если пришел к вам, опять я поставлю в пример видео, кусочек именно этого Даскиева Идриса, потому что он очень красиво рассказывает, он хороший рассказчик. И вот он говорит, пример того, как относятся сегодня и как относились в то время. Даже к попытке обмана. Сегодня это нас возмущает, мы начинаем возмущаться, выходить из себя, или же чохолхэти издувай. И вот как отнесся человек, которого попытались обмануть в то время, это тоже я кусочек поставлю, очень интересный момент такой. Сейчас гошта езоки яхш. Езок лет на 30 моложе, это хайваля, гошта хахры валя сескер. Sonra akdeh ona uyurt diye şey ya sakal seker ben işnağır halk olsun habiyaki şaş iş daham izi hada olsun yağış günahtir nahar liyoluş neyse on akdeh ona day goşta yan dayıla asla bir samiyeligi gazleyde yok olsak mi narge yaha vay yazok ya çıkay o iş kolayı bahır akı vay an hal yani yazok lak temsiz kers مشروع الحناق باشلول دار شيء أقدر هنا أي جان ست شهر قيت عن يرتر نخ مديوي لوزج مديوي هاي اللي حشان استول آخر شيء مالو دميت بيت أملا أنت سقوجي أنت هنيني رحيت سيسر حأنجر أنت سيوت شين في أخرسي أنت وخور
Taşılarımız çatı tülüye behtır, çok diyarsa, hem yok kanat edecekmiş. Biz hayat yokuz söyleyend. Şimdi yok. Der sosyal gidiyor, ne yapsın? Dayı, barbevitsin, sodalı hücre kayan, taşıya. Tüm ona var, daimen sen dokuz, bir dokuz. Salhaş bu der bir on. Duruyor yani, alametler şu an. Der ona hem sana yensiz kopuyor, hacılıyor. Şimdi dokuz, salhaş doğru. Tüm laks. Sen var yarım bu son var doğru. Ah işte hayranım. Başıyor hanaken. Başıyordan şey dedik halten. Lukahil an خذوا سوق عليه an la araba hoşgende etta. Ve haşa ki an tanıyordur lah mı diye, doğrucuna mı diye. Ve şey olur demek ki biz kamelen hem huça işte onu haşi var ar genyanın. Gojesi an taşya muqyatse. Ya tayini hayat an. Bu diye an bak bıçı. İşte hatta diğer an söylüyor. Füyorsu an. Şimdi Allah'ımız dışarıda tülüye behtır çok hayat yoktu yani. Hatta sonra da hayvan göreceğiz yani ashabız. Yani bu ya samimi afadi yani. Hidayet şandaya hakayır hayat azaya. Hidayet şand. Hayatlarda hakayır hayat azaya. Hayat Ahmet tekte parhamar değil ya kızırtık eliyor mehtiyat. Hidayet ayıllah yok şey alıyor azaya. Odur hakvaçıyan sadaka şaltaha hayut gelinik son koya tazı de daha soyuyor anda istikna diye bir şey diyor. Sen en kamal diller bağlı. Bak diye söylüyorsun diye. Вот умели люди красиво. Вот, то есть он не стал ругаться, он не стал кричать или еще что-то, или просто даже не стал ее выгонять. А вот так вот молча ушел. Тазила, вот то, что вы утвердились в своем выборе, что это могло быть? Те же старики, да, с которыми мы общались? Вот, то, что вы посвятили себя науке, именно изучению этнологии, вот, орнамента ингушского. Я, как вам сказала, к орнаменту меня подтолкнула Зарахова Зейнаб. Она мне подсказала многие вещи, показала, насколько значимым он может быть. И я поняла, что эта тема для исследования очень многих людей. То есть я не смогу до конца не раскрыть ее, как бы много я ее не занималась. И мне не хватит жизни, чтобы ее раскрыть. Настолько это очень глубокая тема. И я поняла, что занимались орнаментом многие. Тот же самый Акиев Хасут Алхастович занимался, Акиева Хава Магомедовна, его жена, она тоже очень много интересных трудов написала по орнаменту. Также Гази Магомед Даурбеков в свое время зарисовывал, и ковры зарисовывал, и орнаментом интересовался. Есть люди, которые интересуются нашим орнаментом, пишут по нему труды, и сколько бы людей ни занималось, все равно, мне кажется, мало. Я, например, именно к орнаменту подошла еще с такой точки зрения, будучи еще студенткой, когда собирала просто материал и посещала комплекс. Сама я родом из Джайраха, живу в Джайрахе, и все мои предки жили в Джайрахе. Мы сразу после депортации вернулись в Салги, а оттуда переселились в Армхи. И, исследуя комплексы, я наткнулась на различные символические знаки на башнях. Естественно, меня они не заинтересовали, поскольку письменности официально у нас не было. И что они могут означать, почему они на определенных блоках, почему они только на определенных башнях, почему, например, на башнях на одной и той же их может быть несколько, а на другой их вообще нет. Если бы это было просто чисто эстетическое что-то, вы знаете, у нас преемственность все-таки есть, и украшали бы каждое свое жилище таким, значит, это какой-то... Это не случайно уже. Да, не случайно, какой-то глубокий сакральный смысл в этом. И вдруг я обнаруживаю в нашем орнаменте на одежде, на предметах быта, на коврах. Схожие знаки. Почти те же самые знаки. И даже очень часто те же самые знаки. Очень интересно, что вот у нас, например, здесь расположена подкова, да? Она как бы означает
Оберегала очаг. Да, и оберегала удачу. В основном это у многих народов символизирует удачу. Так вот, на таких же арочных камнях у нас, на жилых башнях, очень часто вот наш солярный знак, который мы сегодня можем видеть на флаге. Есть и другие, конечно. Как движение солнца, да, означает? Вы знаете, все-таки это может быть и солнечный цикл, их воспринимают как солярные знаки, но там все-таки очень щепетильная эта тема, потому что мы все-таки утратили эти знания, они до нас не дошли. Вот, кстати, вот эта вот преемственность от стариков к внукам, в принципе, взрослое население все время, мужчины на охоте, женщины занимаются домашним очагом, делами, разными хлопотами. И с детьми, воспитанием детей всегда занимались старики. Они передавали свои знания детям. Они передавали свои сакральные знания, свои знания жизни, философию, свою мудрость. И дети это усваивали. И вот из-за нескольких подряд череды несчастий, которые постигли наш народ в течение, допустим, 19-20 века, несколько раз эта цепочка прерывалась в основном. То есть первыми от любых болезней, от любых... Внешние факторы влияли, вы имеете в виду, на... Первые страдают это и умирают старики и дети. То есть, получается, несколько раз эта цепочка прерывалась. Особенно, мне кажется, она очень сильно, вот эти знания в основном прервались, когда, вот по многим легендам, у нас очень много преданий сохранилось о том, что были эпидемические болезни. В горах это брюшной тиф, и холера, чума, и люди... Это самые уязвимые слои населения, это старики и дети. И вот люди, несущие информацию, или дети, которые должны были перенять категории. Это в основном. А так, действительно, очень такими, мне кажется, глубокими знаниями владели жрецы, тоже из поколения в поколение, которые друг другу передавали. И вот эти и солярная символика, и другие знаки, знаки обереги на деревьях, на арочных камнях и на угловых камнях жилых башен. Именно угол у нас от слова душа. Может, не от слова душа, но оно схоже с. То есть сабухбар, сабухбаче уже сабухбя сага олшхант. Вот то, что невесту ставили еще в угол. Сянкотти. Вот один старик мне сказал как-то «сасыги сабухбяб», то есть человека сломали яхрдас. То есть, получается, это у них как бы ассоциация со стержнем, да? Да, стержень. Идет параллель со стеной, с крепостью, то есть сабухбаче аярша, с крепость. Так, и вот такие моменты есть очень интересные. И вот видите, опять-таки, тоже со слов стариков. Они могут иногда такое интересно сказать. Как подсказал мне один мой хороший знакомый пословицу восточную, когда умирает старик, сгорает целая библиотека. Вот то же самое у нас, потому что письменных источников нет, были только устные источники. Как я сказала, мой дед по матери, это был человек уникальных знаний. Я все-таки очень мало всего записала, хотя я успела кое-что записать, но это ничто по сравнению с тем, что он рассказывал. Аудиозапись или все-таки записки просто у вас? И аудиозапись, и записки рукописи есть. Вы знаете, да, не всегда, вы знаете, у нас были гаджеты раньше, эти гаджеты появились позже. Если были бы они еще раньше, можно было бы много чего интересного записать. И не всегда получалось, естественно, профессиональная аппаратура мне тогда была недоступна. А вот он очень много чего знал, он очень много интересного рассказывал и часами. Вот часами просто надо было действительно. А сам он это тоже слышал от стариков. Например, он рассказывает, вот посмотрите, цепочка передатчиков. Он ссылался на все вот эти и очень четко все помнил и говорил. На Патива Суси, который проживал в Лежгах, ему было в 1967 году 120 лет этому Пативу Суси. И он рассказывал все моему деду, который вернулся из депортации, построился рядом с ним и проживал с ним некоторое время. Патив Суси все слышала от Пативы Кук, которая жила в селении Хамешк. Ей было 150 лет, и она была настолько дряхлая, что ее перетаскивали в корзине.
корзину, в общем. Она у вас была корзина, вот когда-то рассказывали, даже легенды, что это связано с корзинами, потому что стариков перетаскивали в корзину. Да, и вот она настолько дряхлая была, и кукс дуцкамяла гладух долхвай аллей, говорит, все ребятишки сбегались к ней и слушали интересные ее рассказы. Вот этих долгожителей, вот, они тем и отличались, что была феноменальная память, которая до последнего дня у них сохранялась. И вот эта цепочка передатчиков получается так, вот Патиева Кук, Патиев Суси, Ерыжев, Исраил, потом я. Но я, конечно, не все помню, что дед рассказывал, в смысле, я не все записала, но, конечно, много что утрачено, не хотелось бы, конечно. И я очень хотела бы, чтобы люди, у которых сегодня есть дома старики, не упускали возможности, записывали все, что могут. Иногда старики за чашкой чая или же просто сидя начинают вспоминать очень интересный момент, который больше они, не то чтобы они вспомнят, который они больше не станут рассказывать. Бывает у стариков настроение такое, что хочется рассказать то или иное. Надо эти моменты улавливать. Да, ловить надо, ловить. И я уверена, что очень много просто даже в разговорном быту интересных моментов, которые мы думаем, ой, как интересно, я запомню, и не запоминаем. Их надо записывать. Их надо записывать, потому что я очень много людей видела, которые жалеют, что не записали, что упустили, что не получилось. И вот, возвращаясь к орнаменту, я что хочу сказать. У одной старушки, Бекботова Аза, ее уже нет с прошлого года, Далгештолцев, она рассказывала, что когда они вышивали платочки, язык орнамента, то есть они наносили знаки, и вот этими знаками могли дать понять парню, который приходил к ним, допустим, на мархаш, которому они дали платок, что вот она к нему благосклонна или еще как. Ну, в общем, был свой язык. В орнаменте был свой язык, и они его еще в то время помнили. То есть это совсем недавно, до изобретения нашей письменности, то есть пользовались языком орнамента, языком вот таких вот символов. То есть, и вот она говорит, и каждая закорючка там что-то означала, и каждый, говорит, хвостик там что-то означал. И вот таким образом они вышивали платки. Еще есть очень интересная информация о том, что все-таки ковры и наш орнамент несли в себе глубокую смысловую нагрузку. Есть очень много сходства, например, в орнаменте на коврах. Есть такие моменты на башнях, на других бытовых предметах. Они очень часто, например, означали оберег. У нас есть, например, к примеру, у меня есть там один ковер, который означает оберег от болезней животных. Вот Зейнаб Зарагова приносила, даже буклет был, в котором были ковры уже подписанные. Да, да, пунктов. Это зарисовки Газимагомеда Даурбекова. Про этот альбом мы узнали благодаря Герихану Ахильгову и Ахильговой Рашат, знаменитой ковровщице, которая из стеньги делает. Благодаря им, которые выкупили его у одной женщины в Москве, да, которые привезли его, я очень им благодарна, потому что это был огромный толчок в моей работе. Благодаря этим людям я узнала о том, что некоторые ковры, есть такой ковер, например, который предупреждал. Вот информация, это письмо, ковер, письмо. То есть есть ковры, которые несут к себе сакральную нагрузку, они, допустим, актуальны всегда. Если это оберег, он актуален всегда. Его девушка с собой, классический вариант. Да. А есть ковры, письма, которые актуальны сегодня, допустим. Это же адресно. Адресные. Ну, да. Да, например, один из тех, который зарисовал Газимагомед Даурбеков Альтиева, очень интересный там такая надпись, там сейчас я почитаю вам. Юрт гунах юлчхунагы муастагы бэхэлэр хуамбеш. Вот, понимаете? То есть этот ковер... Предупреждение об опасности. Да, то есть этот ковер был, видимо, прислан людям, которые в этом селении живут, предупреждая их о том, что в лесу, недалеко от вас, затаился враг, что на вас готовится засада. Понимаете? И вот это вот... И такой же еще интересный сюжет мне рассказала Герихан Ахильгов.
Он тоже собирает, кстати, он тоже очень много работает и со стариками, и собирает полевые материалы. Это человек, который интересуется, он, в принципе, официально наукой не занимается, но человек собирает уникальные знания отовсюду. И вот он рассказал такой интересный момент, что тоже вот, опрашивая стариков, одну девушку украли и продали в рабство. И вот она все беспокоилась, братья ее искали, естественно, всюду. И она предложила своему новому хозяину, я буду делать ковры. А ковры тогда были дорогие, ручные ковры, всегда они были дорогие. Я буду делать ковры, а вы их продавайте. Хозяин обрадовался, она стала шить эти ковры, продавать, пока братья все-таки не наткнулись на этот ковер. И поняли по этому ковру, где она находится, сколько человек ее охраняет, и когда ее можно оттуда вызволить. Таким образом, они говорят, вызвали свою сестру, вот эту рукодельницу. Понимаете, вот настолько все-таки язык. Вот у нас существовал, говорят, институт СУ, он, соответственно, и учил, наверное, вот этому ремеслу. Да, девушки. Как себя вести вот в таких ситуациях, вот, то, что и ковры делались не просто так. Да, да, вот эти девушки СУ, к ним послали девочек, они их учили не только рукоделию, что-то сделать, они их учили всем знаниям, которые сами пригодятся в жизни, да? Всему, что может пригодиться в жизни, в том числе и если, например, с мальчиками занимаются в основном старики и учат их жизни, то СУФ, если она признана, она умная, она мудрая, в ней есть все. И редко какая девушка удостаивалась этого звания, она должна была показать себя со всех сторон. И вот СУ могла вот такие же знания дать подрастающим девочкам, которые могут и в жизни пригодиться, и даже в таких нестандартных ситуациях, о которых мы только что рассказали. Танзила, если говорить о том, что вы выезжаете на дом, то у вас, наверное, есть еще пожилые женщины, которых вы записывали, и которым есть о чем нам рассказать. Вы знаете, я очень люблю беседовать именно с пожилыми женщинами. Почему? Потому что если старику мне как-то не особо всегда удобно бывает задать вопрос, и очень часто мне приходится прибегать к помощи его сына. Как посредники обычно. Да, к посредникам, который может ему как надо преподнести это, то уже со старушками мне намного легче. И, в общем, есть еще 2 видео у меня, где в одном из видео я беседую с Ханивой Баби Илезовной. Она мне приходится, она сестра моего дедушки по отцу. Нани, эхки истинг биббе андровый цан хэтвертажиги андровый. Sana yegivиш. Тханах. Сумогут мчит. Аткук хахук дуа хайик. Берта мишли Танзила вajjuya. Шамуш қана етсуш. هاد حجد تخناني خافو خرمو قرد دوغ اش حيي Diğer bana қана xalım biz zir. Lekte bolş. Cinçini xal. خيت فرتا Xet festa. خت فيتاجين دي جوخ خص Şahında. Sigde dizir. هاد حجد تخناني زنجركي شي واش تديتي حقت Zanger gijim derdende. زنجر Suna basırış diye. Suna basırış diye. Xoz yuxtuna et gülüş. Sunlarış diye ha. Asam şun duvaş dedende atsın. تديتي حق Ya karoçi aya dayağı dönüz bak. Человек тоже очень много, от которого я много что узнала и по быту, и интересные истории. Например, она рассказывала, как раньше давали имена детям. Сегодня это делают обычно первому ребенку, дают имя родственники со стороны отца. То есть это дедушка и бабушка дают. А вот как она рассказывала раньше, например, в Салги, как делалось еще в 20-е, в 30-е годы. После рождения ребенка приходили девочки, молодые девушки, которые на выданье. Они у себя дома, каждая пошьет одежку и приходят. Приходят каждый со своим альчиком. Альчики покрашены в разные цвета. И вот они, каждая нарекает альчик своим именем и кидает его под люльку.
чей альчик дальше всего покатится, та и нарекает мальчика своим именем и отдает ему свою одежку. Или мальчика, или девочку. Вот Даже таким... сегодня именно вот эта традиция сохранилась. Вот человек, который дал имя, покупает что-нибудь. Да, вот видите, небольшую трансформацию перетерпел этот обычай. Но тем не менее, обычай очень интересный. И вот она как-то рассказывает один случай, что ее тетя, к тете пришли таким же образом девочки. Но одна из этих девочек такое некрасивое имя произнесла. И она покатила своего альчик. Альчик дольше всего закатился. И получилось так, что именно эта девочка должна была дать имя ребенку. И настолько тетя возмутилась, говорит, начала возмущаться и, в общем, говорить... Вот придерживаться обряда в любом случае нужно было. Да, нужно если было. имя не нравится. И так получилось, что они все стали... то есть они пошли на обман. Они заставили их снова кинуть свои альчики, чтобы она не назвала ребенка своим именем. В общем, такие тоже случаи бывают интересные. Потом она, вот эта Ханива Бабиня, еще помнит она, когда они ходили на праздники в Магойорте. То есть они собирались все, в принципе, это уже тогда не было религиозным праздником, это была традиция уже. Свою религиозную значимость этот праздник утерял, день летнего солнцестояния. А по традиции они все равно собирались с собой, в общем, брали с собой еду и туда ходили. И говорит, что мать ее пекла треугольные лепешки. Божольки мы его называем. И вот бужелик есун мама олрах, бужелик есун. И вот она описывает какой этот бужелик, то есть он треугольный. В общем, тот же ольк просто треугольный. Да, треугольный. Да, из муки. Если делали его и из кукурузной муки, а если его делали из пшеничной муки, то делали с добавлением жира или же, например, творога. بات يحبور بوجيش هم شي يلي بور هم تشيولش بور بوجيش اشت ملخول رجناني حاوقو بوجلك ملخول بوجيش جي اشت هات اشت قاسيان خليش اشت يتصوغ شعر خلص ير ضل مو خلص ير مقاسيان قصب ولا شخنا قصب ولا خلص بوجيش أجن دي بودر سودك حنو يوتر حشن نانز يوتر يجناني دارت خنانز يوتر تخيرتش استجي يوتر تخي اش بيبي يحكي يألي أردوال تبيرج دلش لا رخات سن حمن دوح يوتش خنيش اللي بتشخانش اش دك دي خاتشان يوتر بتشخان تخاش دك دي خاتشان سان دكا يؤجلش تيبار حيور قد يا اشت إيش بوجي إيش بخص خور جوه حوار يوتر اش جوترينا حارة يور جورة يور أولج مو هاد أولج حدوي بس بوجي مو حدور سو بوجي بيوال أولج سديش بيرش إيش تحدور بوجلك بيورا И вот такие интересные моменты мне Ханива Баби рассказывает. Идет такой момент раньше. Хэтфертаж, истинги и хэтфертаж. Почти каждая вторая умела делать красивый хэтфертаж. Но фертом почти каждая умела делать. Это просто войлок. Он одноцветный был, в основном он клался как покрывало или же подкладывался. А хэтферты он дороже оценивался, чем истинг. Да. Конечно, его гораздо тяжелее делать. И, естественно, у каждой мастерицы были свои лекала, свой какой-то особенный орнамент, который передавался из поколения в поколение. У них, вот я знаю одну женщину, Хадзиева Зейнаб, в селении Гули живет. Она до сих пор сохранила лекала своей матери, и этот истинг она сохранила, который мать ее изготавливала. Сама она не готовила, но она тоже занимается рукоделием. То есть коврами она не занималась. А уже где-то в 40-х, в 30-х годах у нас и ковроткачеством очень многие женщины занимаются. Как раз я занимаюсь этой работой, я собираю сейчас
всякие фотографии, где, допустим, и я знаю, что очень многих могут быть дома такие фотографии, на которые они не обращали внимания в том плане, что висит у них на заднем фоне. Очень часто вешали этот истинг до депортации, и даже в годы депортации. Они его вешали с ковер и на фоне ковра фотографировались. На самом деле эта фотография бесценна в плане того, что она сохраняет этот орнамент. И вот именно такие фотографии я сегодня разыскиваю. Хочу их опубликовать в альбоме, который готовлю. Но даже если они не занимаются рукоделием, то, что они этот материал сохраняют, это для вас очень важно, наверное? Очень важно, как для да. человека, который посвятил себя. Дело в том, что и после депортации, и еще после событий 92 года мы очень многое потеряли. И фотографии очень люди, просто многие вещи, которые сохранили, могли бы сохранить, они потерялись, вы же знаете. Конечно, очень много утеряно, хотелось бы все это сохранить, но тем не менее по крупицам мы пытаемся восстановить. Нас очень мало сегодня вот работают в этом направлении. Ученых сегодня... обнадеживает то, что молодые специалисты за это взялись, у вас все еще впереди. Да, вот конечно, как раз мы этим радует, занимаемся. Вы знаете, мы организовали общество, историко-географическое общество, Дзурдзуки называется. У нас есть свой исполнительный директор Дударов Анзор. Это как общественная организация существует? Автономная организация. На общественных началах, конечно. Есть у нас свой председатель. В сотрудничестве с ней или как это у вас? Нет, у нас автономная организация. Мы, конечно, готовы сотрудничать с любыми, кто пожелает. Но у нас вот есть свои приоритеты. Первое, это мы первые свои задачи поставили. И самая основная задача – это подготовка новых кадров, это заинтересовать студентов, даже со школьной скамьи детей, именно нашей истории, культуры, археологии, этнографии. Дело в том, что это сегодня недоходная специальность. И я понимаю молодых людей, которые вынуждены содержать свою семью, они просто не могут заниматься тем, что им нравится. Есть такие люди, которые бросают науку только поэтому, потому что наука забирает все. Она забирает не только все, что вы можете где-то заработать или получить, она забирает все ваше время. Если говорить о материальных ценностях, то это никаких. Совершенно никаких. Нет, конечно. Да, это только духовное удовлетворение. Да, духовное удовлетворение. И если вы на любой другой работе приходите в 9 и заканчиваете свой рабочий день в 6 часов, то наука – это 24 часа. Единственное, вы можете отдохнуть, если вам не приснятся сны, это во время своего сна. Потому что вы приходите домой, вы думаете об этом, вы делаете что-то, вы думаете об этом, о том вопросе, который вас заинтересовал. Вы исследуете это каждый день, каждую секунду, минуту. Поэтому работа довольно тяжелая, несмотря на то, что может показаться легкой. Тем более, не имея материал богатый, когда ты вынужден собирать все по крупицам. Благо, очень часто люди помогают. Мне, например, очень повезло с людьми, которые встречались с ней в жизни. Мне очень многие люди помогли и с литературой, и с информацией, и даже в материальном плане мне помогали. То есть могли подарить камеру, могли подарить фотоаппарат профессиональный. Это же сегодня, если ты не имеешь возможности купить, это большой плюс. Технические возможности, они должны быть. Да, есть люди, которые имеют даже небольшие деньги, но они помогают издать книгу. Есть люди, которые, например, вот в наше историко-географическое общество очень часто вкладываются люди, которые, в принципе, сами так много не зарабатывают, но просто они получают моральное удовлетворение от того, что вот они приняли участие в какой-то работе. И вот мы собираемся работать и с аспирантами, мы будем на столах помогать им с материалом, помогать советам, как писать диссертацию, чтобы все-таки было больше людей. Чтобы для начинающих, да, потому что все-таки у нас какой-то багаж есть уже определенный. За несколько лет мы литературу хорошую собрали, и электронную в том числе, и мы можем поделиться с ним. Если он берет какую-то, можем подсказать, какую тему он хочет для себя, допустим, подсказать, какая тема не исследована и в какой есть все-таки хороший материал, направить. Соискателям можем помочь. И вот второе приоритетное наше направление было, это все-таки фиксировать и вводить в научный оборот те комплексы или архитектурные сооружения, любые, которые, например, до сих пор каким-то образом случайно выпали из нашей науки, ну, в смысле, как и
их не исследовали. И были у нас несколько экспедиций по таким интересным местам очень, где мы все-таки нашли очень интересные, не описанные совершенно архитектурные сооружения, которые скоро, тоже надеюсь, на помощь Всевышнего появятся в нашем первом журнале историко-географического общества, где мы будем публиковать научные статьи. У нас очень много интересных людей в обществе. У вас молодой состав? Нет, почему? Председатель у нас, например, Хайров Бей-Ал, это человек уникальных знаний. Именно по Чем человек старше, наверное, в этой сфере, наверное, даже лучше. Потому что у него и опыт, да, и это информации человек больше. все-таки Да. с большим багажом знаний. Вообще, своим мышлением он как бы костяк у нас. Он нам, в принципе, очень сильно помогает. Он знает очень хорошо этнографию, именно и наш быт ингушский. Человек, который вырос в Даттыхе и жил в Даттыхе всю жизнь. Свидетелем многих, наверное, Да. интересных моментов. Очень многих. И очень много Старожилов, наверное, всего. записал. Есть у нас очень хорошие сотрудники, которые помогли нам именно в плане материала. Это Мака Албагачиева, она, вы знаете, кандидат исторических наук, заведующий отделом кавказоведения, по-моему, в Кунсткамере имени Петра Великого. Вот Мака Албагачиева помогла нам, она предоставила нам огромное количество именно в электронном виде литературы. Вы знаете, именно какой? Которую сегодня нигде, в принципе, и не достать. Это раритетные издания, библиографические редкости. И вот еще несколько таких гандаров. Гандаур Эги, вы, наверное, о нем слышали. Это человек, который обладает уникальными знаниями по топономии. Это человек, который уже 20 лет опрашивает точно так же стариков и записывает. И они вместе в сообществе сегодня. Да, состоите. они в нашем Да. историко-географическом Работа получится обществе. плодотворной. Мы надеемся, мы очень сплоченная команда. Не всегда получается, конечно, следовать нашим планам, но все-таки мы стараемся. Мы организуем хотя бы 1-2 экспедиции в месяц. Экспедиции плодотворные, очень хорошие. Много чего интересного нашли, много чего интересного. Надеемся, все это будет интересно. И даже мы постараемся как-то преподнести эту информацию, чтобы и рядовому читателю, которому наука особо и не интересна, она все-таки Привлечь внимание, заинтересовать. Заинтересовать и привлечь внимание. Танзила, желаю вашему сообществу удачи, новых поисков, и чтобы вы только росли в научном плане. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях была сотрудник отдела этнологии научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева Танзила Дзурова. Мы благодарим вас за внимание. До встречи.